Трасса на Москву перекрыта, а черные столбы дыма и смертельная опасность для россиян. Коллапс в столице РФ. Украинская граница заблокирована, призыв к срочной эвакуации, ввод режима ЧС и заявление о самом тяжелом периоде в войне. Российский флот покидает Крым, военные начали бегство с полуострова. Держать штаб в Севастополе становится все опаснее. Британия пошла в атаку. Впервые захвачено российское судно. Высокопоставленный российский чиновник призвал к терактам. Танкеры будут взрываться по всему миру. 6 тысяч людей начали внезапно выкрикивать «Путин хуйло» на глазах у всех. Что происходит? Это и многое другое к вечеру воскресенья, 14 июня. Воскресный вечер с Нехта – это правильный выбор перед новой неделей. Главные новости к этому часу прямо сейчас. В студии Степан Путило. Поехали. Черный столб дыма до самого неба, и это не передовая, а глубокий российский тыл за 700 километров от любого фронта. Этой ночью украинские дроны дотянулись туда, где Россия еще недавно спала спокойно. Удар вышел одним из самых дальнобойных за всю войну. Тревогу объявляли в 28 регионах. Авиацию ограничивали в 6 аэропортах. Главная цель – нефтебаза Росрезерва в Рыбинской и Ярославской области, где копят топливо для армии и мобилизации. Над ней и встал тот самый дым, а трассу на Москву срочно перекрыли. Третью бочку выебали. Но самый болезненный удар пришелся по Тульскому Новомосковску. Там загорелся химкомбинат «Азот», второй в стране производитель аммиака. Ну, как аммиак почувствую, ну... Контент-то я не закончу снимать, просто противогаз одену, через противогаз буду. Завод непростой. По данным Reuters, именно отсюда идут кислоты для октогена и гексогена, взрывчатки для артиллерийских снарядов и авиабомб. То есть Украина бьет отнюдь не по случайным предприятиям, а по настоящим смертельным конвейерам, что начиняют российские боеприпасы. Зеленский подтвердил оба удара открыто, назвав их дальнобойными санкциями. Украина выполняет план дальнобойных санкций против России и поставленные задачи по среднедальним ударам в ответ на отказ России завершить эту войну. Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, но в ответ получили лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда она пришла. Пока Кремль рассказывает об успешном наступлении, у него за спиной горят нефтебазы, химзаводы и склады. И такие нефтяные дожди совсем скоро станут нормой по всей стране. Первый раз такое вижу. В воскресенье 14 число идет черный дождь. А на Кубани дошло до коллапса. В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара из-за угрозы дронов зависли больше 40 рейсов. И это только начало. Кажется, крысы побежали с корабля, причем в прямом смысле. По данным украинского партизанского движения «Атеш» со ссылкой на РБК Украины, офицеры Черноморского флота РФ начали тихо вывозить семьи из оккупированного Севастополя в Новороссийск, не дожидаясь приказа. Переселяют родных, распродают имущество, а само командование, как утверждают разведчики, уже рассматривает перенос остатков штаба флота на материк. Причина проста: удары по полуострову множатся, мосты все время под атаками, логистика рушится. Держать штаб в Севастополе все дороже и опаснее. Когда-то Черноморский флот был главным символом возвращенного Крыма. Теперь его командиры, похоже, сами пакуют чемоданы. Чемодан, вокзал, Россия. Жителям оккупированного юга Украины посоветовали срочно уезжать, как можно быстрее. Это не паника, а тревожный сигнал перед бурей. Глава Запорожской военной администрации Иван Федоров и советник Минобороны Сергей Стерненко в один голос призвали людей на оккупированных частях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей эвакуироваться любыми путями. Причина проста: Украина системно бьет по российским тылам, складам боеприпасов, штабам, логистике, а оккупанты прячут их прямо в жилых городах, вроде Мелитополя и Геническа, превращая мирных в живой щит. Крым превратится в остров. Это будет самое тяжелое лето для нашего противника. Слова эти не пустые. Мосты на Чонгаре и в Геническе после новых ударов фактически разбиты. Движение через Джанкой заблокировано. Сухопутный коридор в Крым трещит по швам. А вот что особенно символично: пока Украина методично отрезает Крым, сама природа будто бы включилась в этот сценарий. На Кубани уже ввели режим ЧС. Прорвало дамбу на реке Кубань. Под водой больше 4500 гектаров полей, в основном пшеницы. Останется Троицкой, грозит затопление. Жителей готовят к эвакуации. Выходит, юг России этим летом топит и трясет со всех сторон разом, и от ударов, и от стихии. А
пока юг России топит паводок, до столицы добралась стихия совсем другого калибра и масштаба. Помните аномальную жару, что на днях плавила Москву и грозила побить все рекорды? Природа, видимо, решила пошутить и врубила обратный режим. Столица буквально ушла под воду. Смертельная опасность для граждан. Подземные переходы превратились в подводные, паркинги затопило, самокатчики уходят под воду под пояс, а самые находчивые москвичи рассекают по улицам на саббордах и даже помогают водителям выбираться из тонущих машин. Объявлен оранжевый уровень опасности. Под воду ушли Кутузовский, Новый Арбат и Сколково. Уважаемые москвичи и гости столицы, шкалят датчики, в Москве жара. А вишенка — Ленинградский вокзал, который меньше месяца назад с помпой открывали после двухлетнего ремонта. Новенький потолок не выдержал и протек под напором ливня. Вот так похорошела Москва при Собянине. То жара под плюс 32, то потоп по пояс. Соловьев мечтал съездить в любимую Италию еще хоть разок. Что ж, Венеция теперь в Москве. Осталось только раздать гондолы. Британия впервые пошла в атаку на путинский теневой флот и сделала это с размахом. Королевский спецназ взял на абордаж нефтяной танкер прямо в Ла-Манше. 6 часов операции, морские командосы, самолеты, разведчики и боевые корабли. И судно «Смиртос» под камерунским флагом, вышедшее из российского порта Усть-Луга, задержано. Приказ отдал лично премьер Стармер. Эта операция – еще один удар по России. Тем, кто подпитывает войну Путина, мы не дадим спрятаться. Это поворот. Раньше Лондон такие танкеры лишь фиксировал да обкладывал санкциями, а теперь впервые остановил силой. Бьет по больному. Теневой флот — это около 700 судов, через которые Россия тайком вывозит до 75% подсанкционной нефти, главную кровь военного бюджета. И реакция Москвы вышла под стать. Полагаю, что надо минировать используемые нами танкеры. Инициация должна происходить в случае поступления соответствующих команд или при отклонении танкера от маршрута и принудительного его захода в чужой порт. Логика железная. Не доставайся же ты никому. Кажется, в Кремле уже готовы топить свой флот и подрывать своих же. На что, все равно же задержат. Украинская граница, по сути, заблокирована. На выезде из страны гигантские пробки. Перед пунктом пропуска Краковец во Львовской области выстроились многочасовые очереди. Время ожидания для легковушек местами доходит до 20 часов. А с завтрашнего дня станет еще веселее. На соседнем Шагине Медыка, одном из самых загруженных КПП, начинается ремонт автобусных полос. Пропускать там будут всего по 8 автобусов за 12 часов. Паниковать, впрочем, рано. Граница работает штатно, а причина заторов прозаична. Начало летнего сезона и традиционный наплыв на выходных, который пограничники прогнозировали еще в начале месяца. Тем, кто собрался в дорогу, советуют объезжать пробку через менее загруженные пункты пропуска. Дональду Трампу сегодня стукнуло 80, и в свой юбилей он умудрился подставить, пожалуй, самого близкого своего союзника. Израиль, как пишет Ynet, в ярости. Трамп рвется заключить сделку с Ираном любой ценой, возможно, даже сегодня, а также ведет переговоры через другие страны. Иерусалим, по сути, попросту оказался за бортом, не в курсе ситуации и событий. «Трамп нас подставил, мы поплатились», цитирует портал «Источник». Будущее соглашение в Израиле уже окрестили плохим, но повлиять на него не могут никак. А юбилей Трампа вышел богатым на иронию. К 80 годам он стал самым пожилым лидером в истории США. Тот самый, кто еще недавно тыкал в возраст Байдена. Если досидит свой срок до конца, на выходе ему будет 83. Подоспели и поздравления от вчерашних соратников. Бывшая верная союзница, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, прямо в эфире российского ТВ назвала его «хромой уткой». Мол, ни «Новые войны» не остановил, ни дело Эпштейна не раскрыл. А экс-советник Болтон обрисовал всю кухню Белого дома совсем уж едко. Теперь процесс принятия решений заключается в том, что Трамп сидит за своим столом в овальном кабинете, перед ним в полукруге находится 5 или 6 человек, и он говорит: «Я думаю, мы хотели бы сделать X». Именно тогда Пит Хексет говорит: «Да, сэр, мы сделаем это». Это и есть процесс принятия решений. Что ж, с юбилеем. А вы бы что пожелали имениннику? И не пора ли уходить? Как думаете? МИД Украины разбил один из самых живучих кремлевских мифов о секретных лабораториях. В Киеве заявили прямо: биологическое оружие страна
никогда не разрабатывала, а все программы с США, о которых говорят, это сугубо медицина. Эпидконтроль, диагностика, биобезопасность. Корень у мифа один. Открытое соглашение 2005 года, по которому американцы помогали обезопасить доставшиеся от СССР хранилище с чумой и сибирской язвой. Деньги шли через Пентагон, за это и ухватилась пропаганда, окрестив гражданские лаборатории военными. А дальше фейк понесло в чистый абсурд. Дошло до боевых комаров и гусей, якобы разносящих заразу строго против славян. Показанные же Москвой боевые штаммы оказались кишечной палочкой да стафилококком. Тем, что есть на любой студенческой кафедре. Миф дырявый, зато громкий. Поэтому Кремль и таскает его за собой уже больше 10 лет. А закончим на позитивной ноте свободы в прямом смысле. Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Noise MC, Монеточка, порнофильмы, Каста и Би-2. Все на одной сцене. В Варшаве прошел фестиваль «Вслух», а точнее Out Loud, собравший более 7 тысяч поклонников свободного творчества. В очередной раз вы довели певицу до такого состояния, что она продолжает концерт лежа. На фестивале, который сегодня не мыслим ни в России, ни в Беларуси, команда Нехта побывала лично. Я хочу смотреть балет, пусть танцуют медведи. Наши самые яркие концерты, если честно, всегда были в Минске. И я к Беларуси с большой любовью отношусь. Это все не случайно, конечно. Все эти артисты дома под строжайшим запретом. Их не крутят даже по радио. А со сцены свободно звучало то, за что на родине сегодня светят большие сроки. Музыканты с миллионными аудиториями открыто обозначили свою позицию. Владимиру Путину и его слугам гореть в аду. Были и белорусы. Над площадкой гремела громкая «Живе Беларусь», а в толпе много бело-красно-белых флагов. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слава Украине! Слава Украине! Но самое поразительное — это публика. Старшее поколение с невозмутимым и все понимающим выражением лица стояло плечом к плечу с молодежью. И все вместе они подпевали и 40-летнему «Повороту машины времени», и злободневному регги от Noise MC, в котором весь зал хором отправлял куда подальше первый и второй российские каналы. Третий канал тоже Внезапный дождь, очереди, но атмосфера вышла из тех, которые не запретить и не отнять. То, что дома сегодня вытравливают под корень, здесь звучало в полный голос, вслух. Мы свободны и занимаемся творчеством, и себя ни в чем не цензурируем. Это самое главное. Вопрос только один. Когда также запоем в Минске и Москве? Спасибо, что были с нами. Встретимся уже утром. Обязательно подписывайтесь на канал.